И тема нашего утреннего разговора – диспансеризация и изменения, которые ее коснулись. Об этом поговорим с гостьей нашей студии, представитель Всероссийского союза страховщиков по медицинскому страхованию в Республике Башкортостан Диана Фарахова. Диана, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, какие там изменения? И надеемся, что они во благо всем нам, жителям Башкортостана. Вот до эфира сегодня разговаривали, я говорю, прежде чем говорить об изменениях, надо, наверное, как-то напомнить нашим зрителям что сегодня, такое что вообще диспансеризация? Нет, не то чтобы что это такое, а что она включает, что можно, какие исследования пройти. Согласна. Ну, это вопрос, честно скажу сразу, риторический, на него ответить даже я не смогу сразу. По одной простой причине, что набор исследований по диспансеризации в зависимости от возраста и пола, он разный. Диспансеризация проводится для взрослых. Мы сегодня только про взрослое население говорим, не про детей. С 18 лет проводится, и до момента, пока ты жив, можно пройти диспансеризацию. Вот. Я сегодня впервые с конспектом, мне кажется, вообще БСТ в шоке. Мне кажется, первый раз в жизни я вообще что-то с собой принесла, не рассказываю сама. Очень много информации, на самом деле. С 18 до 39 лет диспансеризация проходит один раз в 3 года, а вот с 40 лет ее можно пройти ежегодно. Просто Я бы даже приходишь. сказал, нужно. Нужно. Приходишь в поликлинику по месту жительства и записываешься ко всем специалистам, не которых можно записываешься. пройти. Нет. Как это делается? Есть диспансерные субботы в медицинских организациях. Можно своему участковому терапевту сказать, что желаешь пройти. Ну, как правило, сейчас они сами уже приглашают, вы можете по возрасту пройти. Вот. Уточнить набор исследований можно либо в своей страховой компании, которая выдала полис ОМС, либо на сайте фонда. Если нет интернета, такое бывает, да? Все-таки в наше время тоже такое бывает. Можно обратиться, устно позвонить в свою страховую компанию, уточнить, что можно пройти, где пройти, как, что включено. И, кстати, сразу скажу, раз уж мы про это начали, не только по месту жительства с 2024 года можно проходить диспансеризацию. Теперь работающее население и студенты вузов и СУЗов с 18 лет могут проходить диспансеризацию, и даже работодатель обязан ее проводить для своих сотрудников по месту жительства. Работы. Работы, да. Оговорилась, спасибо большое. Да. По месту работы. То есть, если у вас коллектив, например, от 50 человек, то в принципе модуль любой медицинской организации, подчеркну, любой медицинской организации по вашему выбору может приехать и провести диспансеризацию для вашего коллектива. А приехать к нам? К вам приехать. Вот так вот, это даже точно. Это не нам возможно. Нужно идти в ближайшую больницу, Если поликлинику. коллектив небольшой, то, конечно, медицинская организация не будет выезжать. Она организует на своих рабочих местах выделенный специальный день, когда все сотрудники небольшого коллектива могут прийти и пройти медосмотр, да, профосмотр. Если же коллектив большой, например, телестудия, большой коллектив, у вас разный график работы, проще поставить модуль прямо здесь, и чтобы вы могли в нужное вам время пройти диспансеризацию. Зачем? Удобно. Зачем сделано так? Здорово. Да потому что у нас работающее население, молодое население, оно в медицинской организации не обращается, не ходит, ничего не знает о своем здоровье. Вот чтобы как-то приблизить медицину к нам с вами, сделано такое Говорят, нововведение. мужчины не пойдут к врачу до тех пор, пока откуда-нибудь кость не будет торчать. Ой, Аллах, классно, что ты говоришь. Диспансеризация в себя включает, тем не менее, какие-то основные пункты мы же можем перечислить, напомнить. Можно исследование пройти, можно пройти узких специалистов, можно сдать ЭКГ, флюорографию. В зависимости от возраста, от 40 лет у нас включены онкоскрининги для мужчин и для женщин. И с этого года впервые можно сдать кровь на антитела к гепатиту С. С 25 лет, каждые 10 лет сдается бесплатно этот анализ. Такого не было никогда. Классно. Вот. Этим обязательно нужно воспользоваться, а работодателям нужно проявлять инициативу, собственно, организовывать это на рабочем месте. Теперь, я так понимаю, к нововведениям, да? Да, это тоже нововведения были, просто есть более объемные. Самое главное, у нас 24-й год – это год семьи. И в рамках этого года введена впервые оценка репродуктивного потенциала и женщин, и мужчин в рамках диспансеризации.
оценка репродуктивного здоровья мужчин и женщин. Вот с этого года Да. это все действует. Даже не нужно просить, чтобы эту оценку провели. Она по умолчанию входит в список Всё обязательных так. специалистов. Все так, абсолютно, да. Я сама на себе скажу, прямо протестила в этом году. Позвонила мне медицинская организация. У вас, говорит, период диспансеризации, и мы вам сразу, говорит, анкету отправим по репродуктивному потенциалу. Вот. И я даже, честно говоря, была удивлена, потому что у нас Министерство здравоохранения одно из первых создало свой собственный приказ по репродуктивному потенциалу, определило круг медицинских организаций и набор исследований, которое включено в рамках программы госгарантии текущего года. Но это же не только анкета. Нет, конечно, это не только анкета, но с нее все начинается, потому что в ней мы даем максимальную информацию, выявляем те риски, которые есть, ну, как минимум у женщины, потому что до мужчин чуть позже, я думаю, дойдем, там тоже очень интересно. И до нас доверяете. Ну, невозможно оценивать, если мы говорим про семейную пару, невозможно оценивать репродуктивный потенциал только женщины и понять, в чем причина. Нужно все-таки смотреть обоих, и это правильно. Давно к этому уже шел законодатель, и, слава богу, мы это можем уже проводить. Вот. Кто попадает? Понятно, по женщинам это фертильный возраст с 18 до 49 лет. Женщины могут проверить свой репродуктивный потенциал. Проводится он, как и любая диспансеризация, в 2 этапа. Первый этап более простой, то есть там мы проводим опрос, анкетирование, осмотр проводит гинекологом проводится осмотр. До 29 лет в первый же этап включены анализы на все виды инфекций и осмотр молочных желез. И вот если на первом этапе есть хотя бы какие-то отклонения, то женщина направляется на второй этап. Там она может сделать УЗИ малого таза, там она может сделать УЗИ молочных желез дополнительно, потому что у нас еще есть в программе госгарантии, это маммография, исследование такое, молочных желез. Что важно? Важно, что еще можно сделать исследование, сдать мазок на цитологию, то есть выявить рак шейки матки на первых этапах. А как вы знаете, первые 2 стадии, они излечиваются, поэтому это важно. И важно, что у женщины есть такая возможность сдать такое исследование в рамках программы госгарантии. Давайте еще раз подытожим. Диспансеризация. Но я думаю, что большинство наших зрителей уже ее проходили, понимают, о чем речь. Я ни разу этого не делала, я признаюсь честно. Давайте еще раз. Я иду в поликлинику по месту жительства, либо, ну, что когда мой работодатель проявит инициативу, сама, конечно, я это буду делать, иду в поликлинику к участковому терапевту и говорю ему, мне нужно пройти диспансеризацию. В ближайшую субботу я прихожу туда же и прохожу всех специалистов в один день. Все правильно? Вне зависимости от того, раньше, я помню, было просто в этом году проходят родившиеся там, в таком-то году. Но по годам тоже есть, но сейчас даже если вы не попадаете на это именно в этом году на диспансеризацию, вы хотя бы профосмотр точно сможете пройти. За один день вы проходите, ну даже не за один день, Лиль, на самом деле за пару часов. Это максимальное пребывание в больнице. Если мы говорим про субботу, можно сдать анализы, можно пройти узкого специалиста, можно сделать исследование типа ЭКГ. И когда результаты будут готовы, придется еще раз посетить врача-терапевта, потому что он ничего не скажет, пока он не увидит полный анамнез. Да? Вот. Поэтому все-таки 2 посещения мы планируем, да, не одно. Даже, кстати, если мы говорим про репродуктивный потенциал, он тоже предусматривает 2 приема врача. Первичный и повторный, потому что пока не будет всех результатов, назначить, корректировать лечение, проконсультировать о репродуктивном режиме, скажем так, да, поведении невозможно. Мы благодарим за полезную информацию. Про мужчин не будем, как, разговаривать. Как обычно, как доступно. Нет, я думаю, что мужчин на следующий эфир просто... Мужчинам проще будет, да, эмоционально просто зайти на сайт своей страховой компании, посмотреть, что там предлагается, сопоставить со своим возрастом, будет Можно понятно. я дополню? Мужчина просто послушает свою любимую женщину, которая заботится о нем и пойдет в поликлинику. Работодатель послушает своего любимого сотрудника, который ему расскажет о том, что, оказывается, можно прям
на работе практически, не отрываясь от производства, пройти диспансеризацию. Очень важно, очень нужно.